Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Gagauzya Gün Günden programması gene selamlar size Gagauzya Radyo Televizyonu yayınında. İsterim söylemeye bu programın süresinde her gün açıklarız Gagauzya'da var olan problemaları cümle tarafında, meditsina uğrunda, üretim tarafında hem elbette paylaşırız sizinle o başarılarla anıları var hepsi bu taraflarda. Bugün başarılar için laf edeceğiz programın süresinde. Onun için hepsinize teklif ederim bizimle birlikte bugün olasınız. Bir iki kapımdan sonra biz gene stüdyomuza döneriz de ben sizi tanıştıracağım bizim bugünkü misafirimizle. Kalın bizimle. Sevgili dostlar, başarılar için laf edeceğiz söyledim de isterim açıklama. Bugün stüdyomuzda bulunur genç bir insan hangisi student olarak Komrat kasabasında bulunur ama bununla bile ondan gari öğrenir zanata, savaşır, denir kendisini yazıcılık uğrunda da. Yaratmalar, şiirler, proza hepsini bunları bizim bugünkü misafirimiz savaşır yazma. Bakmayarak ona misafirimizde biraz zorluk var Gagauz dilinde laf etme. Biz bugün savaşacağız. Ondan açma onun yaratıcılık yolunu elbette Rus dilinde. Николета Гайдаржи бюн студиямызда. Добрый день, Николета. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Николета, вы переживаете, но я хочу вам сказать, что Николета впервые у нас в студии, поэтому не стоит переживать. Мы сегодня попытаемся вместе с вами раскрыть тот потенциал, с которым вы сегодня к нам пришли. Итак, Николета, вы у нас родом из села Карбалия, если мы правильно поняли. Расскажите нам немного сначала о себе. Меня зовут Николета, мне 17 лет, я учусь в колледже Михаила Чекера, сама родом из села Карбалия. Окончили школу в селе Карбалия, да? Нет, у нас в селе нет школы. Гимназии нету, то есть Нет. вы в соседнее село? Да, соседнее село Будей. Там я проучилась 9 лет, оно называется гимназия Будей. После окончания школы я перешла в колледж учиться. На какую специальность поступили в колледж? Я поступила на административные услуги и секретариат. Почему именно эта профессия? Я хотела стать юристом, но для того, чтобы стать юристом, нужно сначала окончить это образование и потом перейти на юриста. То есть ту цель, которую вы изначально поставили перед собой, она будет осуществима? Да. И как вам обучение в колледже? Все хорошо пока. Нравится вам? Да. Вы на каком курсе? 2-й курс. На 2-м курсе, несмотря на то, что вы обучаетесь, довольно-таки сложная профессия, вы делаете первые шаги в поэзии. Когда появилось у вас это желание писать и чему были посвящены ваши первые произведения? Мне было где-то 11 лет, я начала писать стихотворения про природу, про маму писала. У нас очень часто в школе были конкурсы написания стихотворений, и меня учителя просили писать тоже стихи. По 5-6 стихотворений отправляли куда-то в Тараклю или еще в какое-то место. То есть отправляли стихи или вас отправляли на какие-то конкурсы? Стихи отправляли. Стихи, они были напечатаны в каких-то изданиях? Да. То есть вы сегодня, можно сказать, уже практически состоявшийся писатель, да? Ну, не знаю еще. Эти напечатанные стихи у вас сохранились, эти газеты, эти журналы, нет. вырезки, ничего не сохранили? Нет. То есть ваши первые шаги остаются на этих газетах. Николета, расскажите нам, пожалуйста, вот нам стало известно, у вас фамилия Гайдаржи. Да. Нам стало известно, что наша сегодняшняя героиня является двоюродной внучкой нашего знаменитого писателя, педагога Гавриила Аркадьевича Гайдаржи. Да. Что вы знаете об этом человеке и каким-то образом вы имели возможность прикоснуться к его творчеству? Что я знаю о нем? Он очень талантливым человеком был ученым, писателем. В семье у него семья была очень большая.
Он был одним из младших, скорее всего. Что касается его творчества, я не знаю, потому что... Не сильно имели возможность прикоснуться к его Да. творчеству. Гаврил Аркадьевич Гайдарши являлся братом вашего дедушки, правильно поняла? Прадедушки. Прадедушки. То есть Да. ваш непосредственно прадедушка являлся одним из членов Да. семьи Гаврила Аркадьевича Гайдарши. А вот на праздниках, может, когда вы собираетесь с семьей, что рассказывают? Может, родители, может, дедушка уже ваш или бабушка? Каким У он меня запом- нет бабушек и дедушек, поэтому я не Родители? знаю. Как часто заходит разговор об этом человеке? Или не... Иногда заходит, О чем говорите? о том, какой он был талантливый человек, вот в этом роде. Мгм. Вот это, как вы считаете, вот это желание писать или вот этот дар писать имеет какое-то отношение Да, я к думаю, нашему что великому все-таки писателю? есть. Все-таки Да. даже на таком генетическом уровне, наверное, Да. все-таки было заложено что-то. О чем были ваши первые стихи? Вы сказали, писали о маме, о природе. Но что стало толчком тому, чтобы вы взяли в руки ручку или карандаш и сделали первые шаги в этом направлении? Нам давали, как я и сказала, были конкурсы, и я решила попробовать, и у меня сразу получилось. И так я в день писала по 4-5 стихотворений. Пусть они были маленькие вначале, но теперь они стали больше. И вот как-то получилось так, что стихи стали красивыми, более взрослыми. То есть вместе с тобой поменялась Да. и тематика, и осмысление, и глубина этих текстов, наверное. Это стихи. А пробовала писать прозу? Нет. Никогда не пробовала. Нет. То есть вот вы сказали о том, что их стало больше, они стали побольше. Сколько их сегодня? Можем сосчитать? Я думаю, да. Ну сколько? 100, 200, Нет, столько нет, наверное. 50, 20? 50, может, есть, да. Да, и сегодня вы тоже пишете стихи, Да. находясь... Да. Это чаще бывает когда? Находясь... Последнее стихотворение я написала вчера. О, и это было стихотворение на тему? Про маму тоже, да. Тоже про маму. Часто пишете про маму? Да. Это говорит о вашей связи, наверное, с мамой, такой тесной, да? Да. Николета, а вот кто является первым слушателем ваших стихов? Вы когда пишете стихотворение, Мама. наверняка кому-то читаете, кто Да. оценивает стихи, кто, может, редактирует эти стихи, да? Да, мама. Вы сможете готовы ли вы сегодня поделиться нашими телезрителями, нашими слушателями своим произведением последним? Да. Мы очень вас попросим о том, чтобы совершенно свежие, да, Сейчас. вновь написанное стихотворение. Мама — это свет в моем окне, теплота ее в каждом нашем дне. Ее руки нежные, родные, в них утихнут все мои невзгоды злые. Мама — это сердце, что стучит, даже если мир во мне молчит. Ее голос — музыка весны, наполняет радостью мои сны. Мама — это сила и любовь, что дает надежду вновь и вновь. Ее взгляд, как солнечные лучи, согревает душу изнутри. Мама — мой хранитель, мой маяк, в ней вся жизнь, как в звездах вечный знак. И куда бы ни вела меня дорога, мама будет рядом, мне в подмогу. Мама уже услышала эти строки? Да, есть еще одно стихотворение про маму сейчас. Давайте мы послушаем еще одно стихотворение про маму. Почему-то его тут не могу найти. Да, которое написала Николета. Пока Николета находит свои заметки в телефоне, мы еще раз напомним, уважаемые телезрители, что у нас в программе «Гагаузия Гюнгюндань» сегодня находится юная поэтесса,
Может быть, пока еще ее имя неизвестно в широких кругах, но мы надеемся, что у Николетты в этом направлении будет еще все впереди, и она сможет в писательских каких-то союзах тоже продемонстрировать свои умения и свой дар, раскрывать через поэзию свои чувства, то, как она чувствует мир, природу и все остальное, что находится. Да, так, У пожалуйста. меня есть стихотворение про маму на молдавском языке. Да, на румынском языке. Да. Нужно здесь отметить, секундочку, отметим здесь, что школу в Будее, гимназию в Будее ты окончила на румынском языке, правильно? Или это была Это русская школа. Это русская школа, но так как там много людей, говорящих на Мы изучали там румынский язык. государственный язык, да, ты владеешь еще и găsudarственным языком. Пожалуйста, давайте. Mama, suflet blând și cald, ești mereu în dor înalt, cu iubirea ta fierbinte, îmi ești drum și îmi ești minte, în privirea ta găsesc tot ce în lume prețuiesc. Mama, ta cu o lumină mă conduce, mă alină. Mama scumpă, te ador, tu ești visul meu ușor, viața ta e dar ceresc, pentru asta îți mulțumesc. Очень красивое произведение, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что на самом деле, может, кто-то не понял содержание этого стиха, но очень tонко. Și aici eu vreau să întreb cine inspiră să scrie în limba română. Bileber internațional de liber programul Muzbinuler. Cine inspiră? De unde ai luat inspirația când ai scris această poezie? Eu am vrut să descriu pe mama din toate inima ta, da? Da, din toată din inima. toate emoțiile care ai simțit despre mama și ai redus în această poezie. Да, foarte frumos. Помимо того, что ты пишешь о маме такие трогательные произведения, о чем еще? У меня есть стихи про подругу, про семью, про осень, про времена года, в общем, про природу. У меня много тем для стихотворений. То есть все, чем ты живешь, Да. и все, что тебя окружает, все, что тебя задевает, скажем, за чувства, да, ты все стараешься выразить на бумаге. Очень часто говорят, что писатели – это одинокие люди. Как вы считаете? Соответствует ли это утверждение с вашим характером? Нет, я думаю, я не одинока. У меня есть семья, есть очень много друзей. И я не считаю себя вообще одинокой. А поддерживают ли вас в ваших творческих вот этих начинаниях ваши друзья, ваши подруги? Что Да. они говорят? Вот вы сказали о том, что вы написали про подругу стихотворение. Она уже ознакомилась с содержанием этого стихотворения? Она знала об этом стихотворении. И Ей что? очень понравилось. Ага. И когда я рассказала про программу, она очень обрадовалась за меня. О сегодняшней программе. Да. Я надеюсь, что ваша подруга посмотрит эту программу и увидит. Николета, скажите, пожалуйста, в Гагаузии и в Республике Молдова тоже есть очень много союзов писателей. В Гагаузии вот сейчас есть очень активный союз писателей. Туда входят как молодые поэты, писатели, так и поэты-писатели, которые постарше. Ты что-нибудь слышала об этом союзе? Может, с кем-то встречалась? Может, принимала участие в каких-то встречах этого союза? Нет, То я есть не встречалась. твои стихотворения сегодня только в твоих заметках, в твоих блокнотах и в душе у твоей мамы и у тебя, да? Так Да. получается? А намерена ли ты, может, встретиться с кем-то или слышала с кем-то, чтобы показать? Потому что сегодня, имея такое количество произведений, наверняка, может быть, они нуждаются в каком-то редактировании, может, понравится очень сильно кому-то и будут отображены на страницах каких-то газет, журналов. Да, я бы этого очень хотела. Мгм. Мы очень постараемся тебе, Николета, и помочь в этом, потому что в Гагаузии есть писатели, которые
которые заинтересованы в том, чтобы молодежь развивалась в этом направлении. И даже несмотря на то, что они делают шаги и неуверенные, помочь им может где-то. Чем занимается молодежь твоего окружения, если мы немножко поменяем тему? Вот твой день проходит так, ты утром встаешь, идешь в колледж, после уроков возвращаешься, наверняка готовишь уроки, готовишься к следующим урокам. Да. И в свободное время? В свободное время я пишу стихи. Когда наступает лето, я занимаюсь пробежкой. Угу. Спортом занимаешься? Да, спортом. Твои друзья чем занимаются? Мои друзья просто выходят погулять. То есть Вечерние прогулки. А есть в окружении, не знаю, среди твоих друзей, среди студентов, одногруппников, те, которые еще увлекаются поэзией, может, вы между собой каким-то образом делитесь впечатлениями и каким-то опытом? Нет, у нас в группе я такого не встречала. А в колледже в целом есть такие? Я не знаю. То есть ты не общалась. Но твои преподаватели знают о том, что ты пишешь произведения? Ты кому-то, помимо нас, говорила о том, что и помимо тех друзей, о которых ты пишешь? Да, некоторые преподаватели знают. Угу. То есть потихонечку о Николете Гайдаржи начинают узнавать больше людей, да? Каким бы стихотворением, каким бы произведением ты еще хотела бы сегодня поделиться с нами? Есть одно стихотворение, оно тоже про маму. Оно написано пару дней назад, но в нем именно я хотела показать всю свою любовь и искренность. Да, вы сможете сейчас прочитать, да, нам это стихотворение. Еще раз, уважаемые телезрители, Николета Хазырлана Аркана, бұл Аркана кенді шиеріні, кенде блокнотунда, ben isterim açıklama size tabrik ederim. Aklınıza getirmeni stüdyamızda Гагаузянын яшайыннарын бересі, бір genç yazıcımız аңгысы yapır. İlk adımları yazıcılık uğrunda. Bugünkü günde şiir yazır ama Nicoleta'nın gözlerinde o kadar çok sıcaklık hem şavk var. Hani biz umutlanırız, hani onun yüreğinde var proza yazması tenesi de аңгысы. Belki de kısa zamanda büyüyecek de biz göreceğiz. Bu taraftan da güzel berekede. Гагаузияда çok талантлы uşaklar var. Hem elbette onlar utanırlar. Kendiniz görürsünüz. Hani Nicoleta pek çok belki laf etmiyor ama kendi istediğini yazma, kendi duygularını o pek güzel hem şıralı yazdırır bugün kendi şiirlerinden. Пожалуйста, Николета. Мне 17, я взрослая и точка, но лишь к тебе, как маленькая дочка, я руку положу на плечи и ласково проговорю: «Мама, мамочка моя, знай, что больше всех на свете я люблю тебя. Ты прости за обиды, за слезы, я порой не могу удержать. Но с тобой, как весной после гроз, все плохое проходит опять. Ты мой свет, моя радость, покой, моя жизнь без тебя не полна. Мама, милая моя, ты мне очень нужна». Превосходные стихи. Мама слышала эти стихотворения? Да, это стихотворение. А сколько братьев, может, и сестер у вас в семье? меня... Они как относятся к тому, чем ты занимаешься? В нашей семье вообще 3 сестры и 2 брата, вот так. То есть я самая старшая. Многодетная семья, но вот остальным 4 твоим братьям и сестрам есть с кого брать пример. Такие превосходные стихи. Ты с ними делишься, приезжаешь? Как часто едешь домой из Камрата? Я каждый день езжу домой. То есть ты каждый день приезжаешь с Карбали в Камрат и обратно? Да. Сегодня утром, когда мы с тобой договаривались о программе, ты была в селе или уже приехала? Я уже приехала. А ты же как? Рано утром нужно вставать для того, чтобы... Есть прямой автобус или пересадки? Есть прямой автобус. То есть с этой стороны хотя бы плюс, что ты очень одной пересадкой. А сколько это по времени занимает? 1,5 часа. 1,5 часа. 8 часов начинаются у нас уроки, 1,5 часа в дорогу. А во сколько ты просыпаешься? В 6.
Это же очень сложно ежедневно такая нагрузка. Но несмотря на то, что молодые люди, Николета у нас тоже энергичные, да? Да. Не устаешь? Нет. Заканчиваются уроки в колледже, ты опять садишься в автобус и едешь. Да. И по дороге наверняка у тебя всегда в телефоне, заметочках что-то пишешь. Да. Чуть-чуть отвлеклись от темы. Николета, чуть ранее мы начали говорить о том, что помимо тебя в семье еще есть сестры и братья младше тебя. Как часто ты с ними беседуешь на вот такие темы? И интересуются ли они твоей поэзией? С сестрой часто беседую, тоже ей показываю, читаю свои стихи, когда она рядом с мамой сидит, и вместе оцениваем его. Сколько лет сестричке? 14. То есть она уже довольно-таки Да, скоро взрослая, 15. да, взрослая, и она уже осознанно не просто слушает, потому что мама сказала, присядь и послушай, что написала Николета, а она уже наверняка уже понимает, вникает. Не было у нее попыток самой тоже писать? Или она еще не раскрывает свои секреты, потому что в этом возрасте девочки немножечко имеют свои секретики, там пишут что-то, скрывают, может, что-то. Да. Не пробовала она или не говорили вы на эту тему? Нет, мы с ней не говорили на эту тему. Николета, меня еще интересует такой вопрос. Вот как ты чувствуешь, у тебя достаточно стихотворений, чтобы издать свой первый маленький шажочек на этом большом, мы надеемся, творческом пути? Я думаю, что да. Кто-то из профессиональных писателей читал твои произведения, слушал твои произведения? Нет. То есть они на самом деле только у тебя в сердце, в блокноте и в заметках? Да. А о чем ты мечтаешь? Я мечтала очень давно стать знаменитой именно в этой сфере. Я мечтала стать поэтессой, потому что мне очень нравится писать стихи. Именно это вдохновляет меня, делает меня счастливой. То есть мы очень надеемся и желаем тебе того, чтобы все твои мечты осуществились. И еще раз повторяю, для тебя, для наших телезрителей, для юных наших зрителей, которые, может, для твоих одногруппников, которые смотрят эту программу сейчас, что в Гагаузии есть союз писателей, куда вы можете обратиться, вас там выслушают, вам там дадут хорошие советы. Возможно, ваши произведения попадут в какие-то ежегодные журналы этого союза писателей. Поэтому молодежь сегодня активная, красивая. Вам вперед и только с хорошими намерениями реализовывать себя и свои мечты в жизни. Что бы ты сегодня пожелала молодым людям? Я хочу сказать, что мы не стоим на месте, наша жизнь должна продолжаться, и нужно пытаться делать все возможное, чтобы ваши мечты сбывались. Спасибо, Николета, за то, что вы нашли сегодня время, несмотря на то, что вы очень загружены, еще раз отмечу, пришли, рассказали, прочитали нам. Я надеюсь, что наши телезрители вдохновились вашим творчеством. Ну а нашим телезрителям табір керете карлайжам, ане бүгін бізде студиямызда Гагаузия күнгүндан программасында болунду. Гагаузиянын генч яшайымнарын бересі Николета Гайдаржангысы ел кадымнарыны япыр поэзия урында. Сегел достлар, башарырақ программа ебән истерім ачыклама кенде умудумане. Біз Николетты ланта булшаджез бұл студияда дел бір сырахем. Umutlанырыз они хепси о дилеклери, хем хепси о дүшкүтмеклерини аңгларына бүгүн Николетта ачкады. Bizim студиямызда gerçeklenecekler de biz burada студиямызда yeniden buluşacağız bir güzel, aktif, talantlı yazıcı yılan. Hepsinize diyelim sağ olasınız. Hani bugün de bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmaklardan Gerte kanalında.